Казахский как язык математики. Часть 3. В прошлом видео я рассказывал про возведение в степень, извлечение корней и нахождение логарифмов. Помимо многочленов и логарифмических функций, существует еще показательная или экспоненциальная функция, где в роли переменной выступает показатель степени вида а в степени x. Показательная функция – это куэрсеткештек функция. Показатель степени, соответственно, это дәреженің көрсеткіш от слова көрсету – показывать. Как мы помним из школьного курса, особую роль здесь играет функция e в степени x, а число e, число Эйлера, является основанием натуральных логарифмов. Натуральный логарифм, как я уже говорил, переводится как натурал логарифм. Основание логарифма как логарифм негз. Число e определяется как предел в скобках 1 плюс 1 деленное на x, закрываем скобки, в степени x, когда x стремится к бесконечности. Предел переводится как щек, как и в повседневной жизни. Бесконечность как щексыздык. Скобки как жакшалар. Вынести за скобки, соответственно, жакшанын сыртына шгару. А стремится как омталу. Соответственно, омталада в настоящем времени. О пределах я подробнее поговорю в одном из следующих видео. Число e является иррациональным, то есть его нельзя выразить дробью с целым числителем и натуральным знаменателем. Иррациональные числа на казахском иррационал сандар, а рациональный рационал сандар. Рациональные числа, в свою очередь, делятся на целый бүтін сандар и дробный бөлшектік сандар. Среди целых отдельно выделяются натуральные числа, натурал сандар, которые можно разделить на четный, жуп сандар и нечетный, так сандар. А вместе рациональные и иррациональные числа образуют множество действительных чисел. Нақты сандардың жиыны, соответственно, действительные числа, нақты сандар, слово нақ, точно, в самом деле. В повседневной жизни слово нақты переводится как точный, реальный, наличный. Помимо действительных чисел существуют еще мнимые, которые образуются при извлечении корней четных степеней. Жуп дәрежелі түбір шығару из отрицательных чисел. Квадратный корень из минус единицы – это число и, лежащее в основе множества мнимых и комплексных чисел. Мнимые числа – это жорамал сандар, а комплексный комплекс сандар. У каждого комплексного числа есть действительная часть, нақты бөлігі, и мнимая часть, жорамал бөлігі. Продолжение следует.